Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Крупная партия свинины без документов задержана в Нерюнгринском районе республики. Большой груз остановили для проверки у поста на автодороге Лена. Тонна груза ехала из Новосибирска в Якутск, однако сопроводительных документов у дальнобойщика не оказалось. В Якутске столкнулись внедорожник и мотоцикл. Несовершеннолетний водитель последнего сломал ногу. Как сообщает в госавтоинспекции столицы, ДТП произошло днем 3 сентября на улице Можайского. 65-летний водитель автомобиля Toyota при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества мотоциклу, двигавшемуся по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В объяснении автомобилист написал, что когда он выехал на главную дорогу, в заднюю часть его автомобиля врезался мотоцикл, следовавший на большой скорости. За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток, не имеющий права управления. В результате ДТП его с переломом ноги срочно госпитализировали в больницу. Водители были трезвы. Около 206 миллионов рублей составил ущерб от лесных пожаров на территории республики. С апреля этого года было проведено 1840 патрульно-рейдовых мероприятий по пресечению нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов. Составлено 258 протоколов об административных правонарушениях. Установлено 16 лиц, причастных к возникновению огня. В производстве находятся 4 уголовных дела. В поселке Чернышевский Мирнинского района было эвакуировано 10 человек в результате единственного за сутки техногенного пожара в республике. Огонь вспыхнул около 7 часов вечера. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 18 квадратных метров и коридор на площади 20. Причина, виновники и ущерб устанавливаются. Сам дом удалось спасти. 11 миллионов рублей были изъяты иркутскими силовиками в ходе операции по обыску незаконного казино. На 3 этажах нежилого здания размещались столы для карточных игр и электронные технические устройства для игры в маджонг, а также помещения для досуга посетителей. Сейчас проводятся процессуальные и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации проведения азартных игр. Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро Курская в Москве. Как сообщили в Следственном комитете, с ним проведены опознания и очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте. Преступление произошло в ночь на понедельник. Мужчина выстрелил в сотрудника полиции 95-го года рождения, который скончался на месте. Как заявил источник РИА Новости, подозреваемый выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову. Позднее источник правоохранительных органов сообщил, что задержанный мужчина из Оренбурга. Судимости у него не было. Зачем вы подошли к женщине? Я вышел, там комната, там женщина там была. Я сказал, там стрельба, там скорую вызвал. Еще раз, что вы ей сказали? Скорую вызвать, там стрельба, там скорую вызвать. Потом я ушел на метро. Все? В Уголовном кодексе появится статья за призывы детей к суицидам. Законопроект готовит Министерство юстиции. В нем предлагается дополнить перечень преступлений против семьи и несовершеннолетних еще одной статьей, установив уголовную ответственность за распространение в интернете информации, склоняющей детей к опасным для жизни и здоровья действиям. Текст проекта пока не опубликован. Инициатива до 17 сентября проходит общественное обсуждение. Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикации об убийстве в Благовещенске 12 котов в шоу-театра «Катавасия». Как передает агентство ТАСС со ссылкой на местное управление МВД, в СМИ появилась информация, что в ночь на 3 сентября неизвестные проникли на территорию Благовещенского шоу-театра «Катавасия» и убили 12 кошек, находящихся в специальном вольере. Среди подозреваемых подростки, с которыми у сотрудников театра накануне инцидента произошел конфликт. Уличные протесты против президента Даниэля Ортеги в Никарагуа переросли в столкновения с полицией. Есть пострадавшие, рассказывает Татьяна Громова.
Выступления против президента Никарагуа Даниэля Ортеги в воскресенье вылились в уличные беспорядки. Вспышку гнева вызвала высылка из страны представительства комиссии ООН по правам человека. В своем докладе в конце августа организация обвинила власти в чрезмерном применении силы. При разгонах демонстраций с апреля погибли около 300 человек, 2000 пострадали. В воскресенье 2 получили огнестрельные ранения. Во время марша в одной из частей города полиция попыталась преградить демонстрантам путь, но те не остановились и сами оттеснили полицейских. Мы свободны. Никарагуа – свободная страна. Мы можем протестовать, когда захотим, потому что улицы для народа. Они не принадлежат Даниэлю Ортеге и его жене. Мы останемся здесь, требуя справедливости, демократии и свободы для всех политических заключенных, которых этот режим бросил в тюрьму. Антиправительственные демонстрации начались в Никарагуа весной, когда власти заявили о повышении отчислений в пенсионный фонд. С тех пор они переросли в масштабное движение против президента. Его обвиняют во вмешательстве в выборы и попытках установить диктат одной семьи. Пост вице-президента Никарагуа занимает жена Ортеги Росарио Мурильо. Днем ранее в столице прошла демонстрация в поддержку Ортеги, которая собрала сотни человек. Они шли с лозунгами «Друг Даниэль, народ с тобой» и «Как это не горько, но команданта остается». Сторонники президента обвиняют оппозицию в попытке переворота при поддержке из-за рубежа. На этом пока все. Берегите себя.